К открытию готов. Юнусбек Евкуров лично осмотрел новый Ледовый дворец в Магасе. Они родились под бой курантов. Расскажем, сколько младенцев появилось на свет в новогодние праздники. Фестивали, концерты и выставки. Вспомним культурную жизнь региона за прошлый год и подведем итоги. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Руководитель администрации главы Ингушетии Магомед Индиев и секретарь Совбеза Республики Ахмед Зейтов на встрече с Юнусбеком Евкуровым доложили об оперативной обстановке в регионе с 31 декабря по 3 января и о работе оперативного штаба по обеспечению правопорядка за этот период. Секретарь Совбеза доложил, что согласно сводкам МВД по Ингушетии, в период с 31 декабря на территории республики зарегистрировано 4 кражи и 4 ДТП, одно из которых со смертельным исходом. Глава Ингушетии поручил взять этот инцидент на личный контроль. На проведение сотрудниками ГИБДД профилактических мероприятий по предупреждению аварий на дорогах. Ахмед Зейтов также проинформировал главу Ингушетии о случаях изъятия наркотических средств и хищений трансформатора в районе промзоны в Али-Юрте. Руководитель региона дал жесткое указание секретарю Совбеза провести расследование по данному факту, а правительству республики усилить меры по контролю промзон. Около 16 часов на федеральной трассе Кавказ в районе населенного пункта Яндаре гражданин Медов выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной, которой управлял гражданин Аздоев. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человек, в том числе и малолетний ребенок 2017 года. Водители находятся в реанимационном отделении Центральной республиканской больницы. Да, им оказана необходимая медицинская помощь. По данным ГИБДД, за последние 2 года оба водителя не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также в течение этих дней изъято 4 факта у нас изъятия наркотических. Забор крови, что говорит? Трезвый? Забор крови, все изъято, пока анализы сведений нет. Разберитесь, посмотрите. Ну, есть, дознание будет проводиться. Надо опросить соседей, знакомых Медова, даже если где-то скроют, был ли товарищ. А погибшие, они, да, удержан Бенча, с одной семьи или кто-то? С одной семьи, да. У нас помощь там надо оказать. Поддержать людей. Вот здесь, конечно, этот разбор надо очень серьезно провести еще раз. Факт у нас хищения трансформатора с промзоны в Али-Юрте, да, пока не установлены лица, которые совершили данное преступление. Дело в том, что в ходе проверки сам трансформатор, его не поставили ни на учет, никак не оприходовали. Тоже непонятно, там проверку сейчас проводим, я доложу. Проверьте все полностью, потому что может быть и инсценировка похищения. Разберитесь. Да. Почему Министерство экономики, телом правительства не контролирует эти промзоны? Почему они брошены вообще? Да. Вот это дело, там, расследование провести. И по факту расследования, во-первых, наказать, во-вторых, там мое распоряжение подготовить жестко, где это. Да. Хорошо. Так, дежурные службы, что наряды ГАИ, МЧС, скорой помощи, все службы находились на местах, они обеспечивали порядок, осуществляли выезды, пока, по крайней мере, никаких нареканий нет. В Карабулаке там где-то 1,5 сутки не было света, и просто трансформатор сгорел. Но мы сейчас разбираемся, я сегодня на 2 часа приглашаю главу администрации, всех ответственных лиц по этому поводу буду делать разбор, чтобы впредь такое не допустить. Как только звонок поступил в службу электроснабжения, они тут же, руководитель принял меры, установили трансформатор, включили свет. А почему оперативный штаб, он же у нас развернут для этого? Почему там сигналы не поступают тогда? Если туда поступили, почему они не среагировали? Нет, такого сигнала нет. Как только сигнал поступил, реакция поступила немедленная. Городские службы должны обойти не просто муниципальные дороги смотреть,
а должны обойти все крупные торговые центры, все рынки, все заправки, все места, где массовое посещение людей. И проверить школы, садики, больницы. Глава Ингушетии вместе с председателем парламента Зелимханом Евлоевым посетил Ледовый дворец в Магасе, который откроет свои двери уже в ближайшие дни. Хоккейная академия имени Фетисова примет дополнительное количество детей и молодежи для занятия зимними видами спорта. Здесь будут проходить различные спортивные и культурные мероприятия. На базе спорткомплекса, который возведен в рамках соглашения между Ингушетией и нефтяной компанией «Роснефть», намечено организовать секции по катанию на коньках. Спорткомплекс для профессиональной подготовки хоккеистов уже готов. Ледовый дворец включает в себя зрительный зал на 500 мест. ВИП-ложу для почетных гостей также предусмотрен административный корпус. Глава Ингушетии осмотрел все помещения и высказал ряд замечаний. В частности, они касались зоны игроков-хоккеистов. Юнузбек Евкуров побывал в зале для сухих тренировок, где спортсмены смогут улучшить физические и нейрофизиологические качества. Далее Юнузбек Евкуров зашел в боксерский зал, который расположен на 2-м этаже. Школу профессионального бокса возглавляет олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Он сообщил, что уже в скором времени здесь начнут тренироваться наши спортсмены. Их рождение отметили салютом по всей стране. 14 младенцев появились на свет в новогоднюю ночь в перинатальном центре. Всего за первые дни 2017-го родились более 30 детей. Из этого числа всего один ребенок недоношенный. Как себя чувствуют новые люди планеты, расскажет Залина Магушкова. Все. В послеродовом отделении то и дело слышен детский плач и следом материнское успокаивающее «шш». Это 5-й ребенок в семье Фатимы Катиевой. Мальчик родился в новогоднюю ночь, 31 декабря, за полчаса до того, как президент страны выступил с традиционной речью, и 12 раз забили куранты. Женщина шутит: в честь моего мальчика отгремели салюты по всей стране, а вот имя новому члену семьи пока не дали. Мне бы хотелось бы назвать его Берсом. Так как мальчик Катиев сам, я думаю, Берс имя очень подошло бы ему. Но потом мы на семейном таком обсудим это. Если каждый Новый год все люди планеты начинают свою жизнь с чистого листа, то у этих малышей этот лист первый. В новогоднюю ночь здесь на свет появилось 14 человек. Все роды прошли без осложнений. Этот факт врачи воспринимают как знак: год собаки пройдет хорошо. И действительно, за первые 4 дня 2018-го в перинатальном центре родилось более 30 детей, и только один из них недоношен. 7-месячный экстремал, так на врачебном сленге называют детей, поспешивших в эту жизнь, с низкой массой тела, находится в условиях высокотехнологичной оснащенности под наблюдением врачей. Все остальные дети размещены в палатах для совместного пребывания матери и ребенка. За их состоянием также пристально наблюдают. Несмотря на то, что у нас выходные дни, ежедневно проводится обход и акушер-гинеколога, и неонатолога, дневной обход, плюс по требованию вечерний обход неонатолог также проводит. И по вызову, если у женщины какая-то проблема возникает, дежурный врач, конечно же, приходит, оказывает ей помощь. А так у нас днем ежедневно осматриваются все пациенты. С момента запуска перинатального центра ингушские медики приняли почти 1500 родов с различными патологиями. Госпитальная служба центра пролечила около 4000 беременных женщин. Мадина поступила сюда за месяц до родов и все это время находилась в стенах медучреждения. Для сохранения жизни ребенка врачам пришлось провести метропластику. Это сложная операция с применением лазерного оборудования. Благодаря этому женщина родила здорового ребенка и снова сможет иметь детей. Все проблемы остались в ушедшем году. Я здоров, ребенок здоров, и очень рада, что буду выписаться здоровой. За последние сутки в перинатальном центре появилось 8 детей. Столько же готовятся выписаться уже сегодня, чтобы вступить в жизнь полную открытий. Залина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Глава Ингушетии побывал в гостях у самого пожилого жителя России Аппаза Илиева. Старец проживает в горном селении Гули. У него 3 детей от второй жены, 33 внука и 34 правнука. Несмотря на все перенесшие тяготы жизни, он остается веселым и энергичным человеком. Недавно ему сделали операцию на глаза. Как поделился он сам, это один из первых его походов в больницу. «Теперь я хорошо вижу и готов 3-й раз жениться», – звонким голосом признался Аппаз Илиев. Глава Ингушетии предложение поддержал и поздравил его с наступающим Новым годом. Юнузбек Евкуров вручил самому пожилому гражданину России юбилейную медаль «25 лет образования Республики Ингушетия». Примерно, может, за 4 раза вакам видали, да, республику. Он духом бардит. У республики хорошо юбилейный медаль, он хам я его. Хому бакаш на рациолич. Да, сад долчин. Да, сад долчин, да, сад долчин. Что он медаль ла? Аппаз Илиев родился в 1896 году в селении Гули. Свидетель 2 мировых войн, революции и высылки своего народа в 1944 году. Всю свою жизнь он работал на земле, занимаясь земледелием и животноводством. И по его словам, о таких условиях, как сегодня, они, будучи молодыми, 100 лет тому назад даже и не мечтали. С 25 января по 13 февраля в Ингушетии пройдет фестиваль «Новый год по-альпинистски» и чемпионат России в техническом классе. У подножия горы Гайкомт в Джайрахском районе соберут